Традыцыю намалочваць не менш за 100 тысяч тонн збожжа Баранавіцкі раён не парушае ўжо шмат гадоў. А ў 2015 годзе нават паставіў рэкорд і атрымаў ураджай у 200 тысяч тонн. Сёлета самую важкую лепту ў раённы каравай унеслі хлебаробы гаспадарак птушкафабрыка «Дружба» і «Крошын». На адным з крошынскіх палёў, дзе сярэдняя ўраджайнасць, дарэчы, складае каля 60 цэнтнераў з гектара, і прайшлі ўрачыстасці з нагоды 100-тысячнага намалоту. Кіраўнік вобласці Анатоль Ліс павіншаваў аграрыяў з узяццем чарговай вяршыні і ўручыў прывітальны адрас старшыні Баранавіцкага райвыканкама Василию Хватику. Немного районов в Республике Беларусь, которые могут превысить 100-тысячный рубеж намолота зерна. Поэтому, конечно, это радует и подстегивает тружеников других районов о том, что есть хорошие результаты, не глядя на сложные погодные условия, да? Когда мы иногда все ссылаемся, что погода мешает. Да? Если соблюдается жесткая технология, технологическая дисциплина есть, трудовая дисциплина есть, тогда есть результат. На сённяшні дзень у Баранавіцкім раёне ўбрана каля 85% пасяўных плошчаў, якія налічваюць 35 тысяч гектараў. Сярэдняя ўраджайнасць тут больш за 35 цэнтнераў з гектара, и зараз гэта лепшы паказчык у вобласці. У нас сегодня уже 2 экипажа, которые более 1500 намолотили зерна. У нас сегодня 20 с лишним экипажев, которые намолотили более 1000 с гектара. Водители, которые перевезли. Всех, кто работал в стране, сегодня всем огромное спасибо. Люди работали самоотверженно, не побоюсь этого слова. Техника была подготовлена. Я скажу, из 130 комбайнов, 132 имеющихся к уборке, это самая большая нагрузка у нас, 270 гектар на комбайн. Не было дней, чтобы меньше 125 комбайнов работало в поле. Між тым, жніво ў Брэскай вобласці набліжаецца да фінішу. Ужо зараз намалочено 850 тысяч тонн збожжа. Мы практически заканчиваем уборку. Осталось, как я говорил, на утро 30 тысяч гектаров убрать. Это немного. Это фактически 9% всего. Но туда еще входит гречиха, проса, которая убирает 6 тысяч, которые будем позже убирать. Поэтому остались зернобобовые, яровые культуры, которых немного. И я думаю, что мы в течение 3-4 дней их уберем. Мы уже начали сев озимого рапса. И в этом году мы его ставим задачу около 60 тысяч гектар его посеять. Но его нужно посеять до 15 августа. То есть осталось 10 дней, за которые надо провести эти работы.